Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей. С теми, с кем мы еще не знакомы, я являюсь бизнес-партнером компании Avon, веду вот этот свой замечательный бьюти-канал. Вот, и иногда, а точнее по пятницам, я делаю кулинарный влог. То есть я делюсь с вами, дорогие мои подписчики, зрители, делюсь со своими рецептами, то, что я себе готовлю в повседневной жизни. Поэтому все обычно, вы находитесь не на программе СМАК, поэтому прошу прощения, если что-то не так у меня получается. Но что, друзья, сегодня я приготовил вам довольно очень интересный рецептик. Просьба зеленых и вегетарианцев отойти от экрана. Сегодня мы с вами будем готовить говядину. Довольно, в принципе, необычным способом. Ну, может быть, это для кого-то и обычный, но мне очень нравится этот рецепт. Нужна говядина, желательно вырезка там или какие-то мягкие. Нужна хорошая говядина, не жесткая, мягкая, потому что мы с вами ее будем мариновать. А мариновать мы будем с вами ее в соусе. Я постоянно в своем кулинарном влоге показываю, что я использую исключительно только вот этот соус, потому что мне он больше всего нравится. И понадобится нам с вами чеснок, друзья мои. Вот, в принципе, и весь рецепт. Давайте перейдем непосредственно к приготовлению. Мы с вами нарежем мясо, замаринуем его. Ну а гарнир вы можете использовать тот, который вам нравится. Пюре, рис, горох, я не знаю, что угодно. Вот, ну что, давайте я вам покажу, как надо нарезать мясо. Нарезать надо его, знаете, в принципе, желательно тоненькими кусочками. Так, сейчас, скорее всего, Дашка прибежит, потому что она услышит нарезку мяса. И, друзья, чтобы видео не растягивать, я сейчас покажу вам, какими кусочками надо нарезать. Что-то странно, кошка моя не бежит. Я режу обычно вот такими вот пластами, но, друзья, самое главное, чтобы у вас был этот пласт как можно тоньше. Ну, то есть вот здесь где-то вот миллиметра, не больше 5 миллиметров я использую пласт. Давайте я нарежу и вернусь к вам. Так, я нарезал мясо, смотрите, вот такими пластами. Ну, я не знаю, я режу как получится. Где-то мельче, где-то чуть, может быть, крупнее, как говорится, надоело. Вот, ну все, теперь мы это мясо опускаем в чашу. И нам нужно приготовить соус для маринада. Ну, для этого нам нужен всего лишь напросто чеснок и соевый соус. У меня это все готово. Друзья, соевый соус я в этот раз буду разводить водичкой, потому что предыдущий раз получилось очень-очень соленое. Ну, вот я использую вот такой вот классический соевый соус. На рынке сейчас их большое множество, этих соусов, но я люблю вот этот. Даже когда заказываю суши, там роллы, привозят соевый соус, я его меняю на этот. Вот, теперь мы добавим немножечко воды. Солить мясо ни в коем случае не надо, потому что соевый соус очень-очень соленый. И теперь добавляем чеснока. Ну, у меня чеснокодавки. У меня есть чеснокодавка, но она, знаете, она не очень удобная для таких дел. Поэтому я в основном использую терку. Поэтому кому как удобнее. Так, что я ложкой не приготовил? Не знаю. Так, ну, теперь надо попробовать. Я все время делаю на глаз, какой-то особой рецептуры у меня нету. Угу, четко. Чеснока хватает прям. Угу, вкусно-вкусно. И добавляем сюда. Ой, какая красота, смотрите. Теперь надо
Зашибись. Теперь мы все тщательно с вами перемешаем и даем этому мясу мариноваться. Друзья, ну как минимум надо часа, ну часик, наверное, мариновать. Чем дольше будете мариновать, тем будет круче. Я буду мариновать, наверное, часов 5. Поэтому оставляю мясо мариноваться. Как оно через 5 часов будет готово, я включусь, чтобы продолжить снимать. Вот, в принципе, и все. Так, прошло, наверное, чуть больше 4 часов. Я думаю, что этого будет достаточно. Просто я сильно хочу кушать, друзья. Еще раз помешаем. Я уже поставил сковородочку разогревать масло. Друзья, масло разогревается. Я сейчас пожарю. Знаете, жарить где-то будем мы минут 7. Потом еще минут 7 под закрытой крышечкой. А на гарнир я себе буду готовить рис. Вы знаете, в последнее время полюбилось очень удобно вот такие вот пакетики варить. Они, в принципе, вот эта фирма Увелка, она, в принципе, вкусная. Я пробовал другую фирму, но этот рис мне не понравился. Вот этот мне понравился. Так, ну что там у нас? Да, конечно, давайте еще пороняем. Все, зажурчало. Мы сейчас камеру. Так, и что нам очень важно, что у нас будет стрелять. Ничего страшного. Обжариваем минут 7, как я вам говорил, без крышечки. И потом мы закроем крышкой. Запах стоит, аромат просто обалденный, друзья. Так, прошло 15 минут. Мясо готово. У меня остается вот этот вот сок. Его можно, в принципе, как бы было бы и выпаривать, но тогда мясо, может быть, получится сухим. Поэтому я его отставляю и ставлю варить рис. Вот получилось мяско. Вы знаете, я уже попробовал его. Какое оно нежное, оно просто тает во рту, друзья. Наивкуснейшее, я обожаю это просто блюдо. Вот. Сейчас сварю рис и буду кушать. Всем приятного аппетита. Ой, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что вам этот рецепт понравился, как и мои предыдущие рецепты. Если вы его хоть раз готовили, напишите ваш отзыв. Если не готовили, тоже напишите. И обязательно напишите мне, как вы его попробуете, дайте свой отзыв. Мне будет очень приятно услышать ваше мнение. Ну что, друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. На этом у меня все. Всем пока-пока. Пока. Красота. Красота.